Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, зрители. Сегодня в пресс-центре «Спутник Абхазия» у нас в гостях министр сельского хозяйства Республики Абхазия Беслан Джопо. Беслан Цыбович, мы рады вас приветствовать. Добрый день. Мы будем говорить о программе развития сельского хозяйства на 2023 год. И так как год уже подходит к концу, подведем итоги основных наиболее знаковых направлений развития отраслей сельского хозяйства. Итак, Беслан Цыбович, я предлагаю начать с вопроса экспорта меда, производства меда, как наиболее остро стоящего направления, в первую очередь, с организацией сертификации меда на территории Абхазии. На какой стадии решения этого вопроса и в целом какие перспективы в отрасли? Мед, конечно, является носителем, высококарантинным продуктом, носителем различных болезней, которые являются особым товаром, который досматривается более, строго, наверное. Поэтому его перевозить через границу всегда имело проблемы. Но у нас продукция меда в Абхазии где-то от 600 тонн до 1000 варьирует. Мы 1,5-2 года назад имели проблему с болезнью пчел, и у крестьян где-то 20-25%, а может даже и больше, погибли. И поэтому немного сократилось производство. Но вот то, о чем вы говорите, это аккредитация российскими службами лаборатории Абхазии. Для того, чтобы они аккредитовали, нам было предписано приобрести московской лаборатории, которая может иметь такие же полномочия на пищевые продукты. Качество лаборатории определяет и выписывает сертификат происхождения и качества, который признается по всей территории России. Чтобы этого достичь, мы по их рекомендации, мы были в контакте с московской лабораторией, что для этого необходимо, и где-то примерно на 6 миллионов позапрошлом году приобрели оборудование и для нашей республиканской лаборатории. Далее там, предполагается приобретать. Мы прошли обучение несколько специалистов в режиме онлайна, которые имели право уже работать, аккредитованы быть в этой лаборатории российскими службами. Это, чтобы понимали, мы это делали для того, чтобы наши документы были признаны на российской стороне, то есть проверяющим органом, Россельхознадзором. И поэтому проблема стала в том, что для работы этой лаборатории нужны реактивы, определенные реактивы, запрещенные вывозить с территории России. С помощью представителя торгового представительства России в Абхазии, Минпромторгом, нам удалось кое-какие реактивы завезти. И сейчас налаживается работа. Но всегда имеется проблема в том, что эти реактивы имеют определенный срок, очень маленький срок. И попасть так, чтобы когда наш мед вывозится, чтобы мы же организованно не проводим лабораторию. То есть крестьянин свою продукцию нашел покупателя, или покупатель взял продукцию, обращается в лабораторию. Это может быть месяц один раз или 2 раза, и разные партии. Поэтому держать или каждый раз приобретать немножко проблемно. Но тем не менее спрос на мед был, он сегодня со сбытом проблем нету. И уже пчеловоды тоже занимаются развитием. Мы по сельхозпрограмме оказываем им помощь для восстановления тех пчелосемей, которые погибли. Это приобретаем улья, коробки, они вроде развиваются. Я думаю, что даже если лаборатория не войдет сейчас в свою функцию пока из-за отсутствия этих реактивов, вывозить мед проблем большого не составляет, так как те же бумаги делаются на российской стороне. Вы сказали, чтобы лаборатория функционировала и имела определенную периодичность, под которую можно было бы приобретать, уже зная цикличность процесса, приобретать реагенты в нужное необходимое время. Для этого нужно осуществить организованный сбор и организованный вывоз меда. Какие возможности сегодня у Абхазии есть для организации такого процесса?
Вообще, то, о чем вы сейчас сказали, этими функциями мы как раз наделено был РОП «Абхазмед», которому вот при Министерстве сельского хозяйства и которому был передана линия по фасовке очистки меда. То есть, если вы помните, в 2015 году были проблемы с пчеловодами, и чтобы удовлетворить из-за сбыта, из-за того, что мед был нереализован, и у людей товар портился, и руководство тогда вот пошло на то, чтобы выделить средства до 15 миллионов рублей этому предприятию, и в 2015 году как бы централизованно закупили у крестьян ту продукцию, которая была у них. Но в дальнейшем они не смогли наладить работу этого завода, чтобы можно было расфасовать, найти, как-то заключить контракты с покупателями или с теми, кто его приобретает. Одним словом, часть испортилась, часть сегодня вот контрольная палата проводила ревизию, одним словом, на стадии проверки. Но завод, к сожалению, этих функций не смог выполнить. Мы сейчас, как сказать, в режиме поиска тех людей, которые смогли бы вот передать, кому передать этот завод, предпринимателям, гражданам Абхазии или тем, кто занимается медом, чтобы они смогли, вот, сейчас использовав свои связи с пчеловодами России, наладить работу этого завода. Но пока, к сожалению, это не получается. Но мед, тем не менее, не остается в Абхазии. Вот он заимел спрос, и поэтому практически он реализован. Еще одна тема, которая в большей части актуальна для Восточной Абхазии, это сезон ореха, который уже прошел в этом году. Могли бы вы подвести итоги вообще в этой отрасли, какая динамика развития по отношению к предыдущему? Так вот, если говорить о культурах, конечно, в советское время у нас в Абхазии преобладала культура чая, табак, эфиромасличные, то, что сегодня, к сожалению, отсутствует. Ну, это то, что было при советской власти, и многие хозяйства, целые села, колхозы, совхозы обогащались, были богаты этими культурами. То есть колхозы-миллионеры и люди, которые проживали в этих селах, были заняты этой работой. Хотя, по большому счету, они даже в целом для государства, для страны, оно, может быть, убыточно было, но, тем не менее, эти культуры давали возможность в селах обеспечить занятость населения. Сегодня этих культур нет, и мы возвращаемся к нашим традиционным субтропическим культурам, к чему и относится и орех-фундук. Орех-фундук, он исторически произрастал в Абхазии уже, наверное, если сейчас память мне не изменяет, лет 60-70, это еще и советское время. Но тем не менее, он тоже как бы переживает разные периоды. Есть, ну, помимо того, что он является урожайный год и неурожайный, он требует ухода, затрат для того, чтобы он дал хороший результат. И после того этого еще есть востребованность. Вот если несколько заводов, которые в России работают, и в Турции, скажем, они обеспечивают себя с других стран продукцией, то сразу это сказывается на Абхазии. Продукция меньше востребована, и цена сразу падает. Но в последнее время сейчас мы до 16-17 тысяч тонн орех производит Абхазия. Собирают в виде продукции уже. Ну, через границу по реке Псоу реализуется. В этом году уже 12 тысяч тонн реализовано. И еще у населения есть, ждут повышения цен. Этот товар. Ну и неучтенная эта продукция уходит и в Грузию, наверное, когда в Турции востребована. Но, тем не менее, эта продукция есть определенная часть, в основном восточная сторона, Ткварчал и Галский район. Крестьяне особенно этим занимаются. И у них вот по линии развития сельского хозяйства в Ткварчалском районе построен уже функционирует, можно сказать, даже не цех, а завод по очистке, фасовке меда. Там стоит новейшее оборудование. Здание построено пред теми, ну, это вот участники проекта обратились к нам, и мы начали с того, что помогли им построить. Дальше мы приобрели им оборудование. Одним словом, они сегодня могут до 7-8 тысяч тонн переработать орех. То есть очистка, сушка, и в дальнейшем они предполагают даже и продукцию фасовки. То
То есть жареные или вот по тем параметрам, которые, вот, скажем, хотят кондитерские предприятия. Вот на таком уровне орех. Мы что делаем? Ну, государство пока на этом этапе, сейчас вот просто скажу две цифры. Вот у нас, значит, корней 5,8 миллионов корней в Абхазии сегодня насчитывается по данным нашей статистики. Это примерная площадь под орехи 8956 гектаров. Ну, и вот за 3 года освоения нашей сельхозпрограммы мы раздали людям до 6 тысяч тонн, 6 тысяч корней орехов, новых закладок. Это вот и новые сорта, там, типа Чандлер, и грецкий орех, и в основном фундук наш, футкунами. Это вот нужный сорт. Вот Вы, да, сейчас говорили о поддержке со стороны государства. Вот в этом году реализована и в процессе реализации программа развития сельского хозяйства на 2023 год. Расскажите об основных направлениях этой программы и что удалось реализовать уже в этом году. Ну, программа эта работает третий год. Это 21, 22 и 23 год. Вот, уже на стадии завершения. Но за это время я сказал бы, что вот так образно говоря, это по основным направлениям это растениеводство, животноводство, рыбное хозяйство, переработка сельхозпродукции и оказание помощи нашим МТСам в виде запчастей. Вот за это время вот приобретено химических препаратов на 30 миллионов. Это вот то, что мы смогли приобрести химикаты, это ежегодно где-то примерно на 10 миллионов рублей из этой программы мы выделяем на закуп с территории России препаратов. И поэтому сегодня мы уже третий год, в основном и в этом году побольше, можем бесплатно выделять препараты для лечения различных культур по районам. А районы, в свою очередь, распределяют селам. И для цитрусовых, и для орехов, и от насекомых, и от вредителей. Поэтому я думаю, что если где-то есть повышение урожайности, то это связано с тем, что люди могут, ну, помимо нас, они тоже приобретают и ухаживают, но большую часть государство сегодня оказывает помощь. И поэтому я думаю, что это большое подспорье для тех, кто занимается действительно этими культурами. И вот можно сказать, что механизированный прием мраморного клопа было за это время, где-то эффект свой дало. У нас практически вред большого уже этот вредитель не наносит. И вот проводим химические обработки сельхозугодий. Это где-то на 2,3 миллиона. За эти 3 года мы смогли оказать помощь районам при обработке общественных территорий. Это придорожные, там, города, районы, когда нашествие каких-то вредителей. И вот основное, вот, что я могу сказать, за эти 3 года одобрены и реализованы 488 проектов. Это на сумму 258 миллионов и 400 тысяч рублей. В среднем это на один проект выходит 529,5. То есть есть проекты, несколько проектов и за 8-9 миллионов, например, какие-то предприятия по ореху или там птицеводство в Гурипши. И есть очень много проектов по 200-300 тысяч, где мы приобретаем необходимые материалы. И вот такое количество получается, такая цифра. Это растениеводство, животноводство, переработка и все остальное. Получается, что мы по нашей статистике создано новых рабочих мест за эти 3 года по программе 472, по нашей программе. Кто сказать рабочие места на постоянной основе может быть не совсем правильно, хотя часть из них на постоянной основе, на зарплате, но это самозанятость. То есть люди, которые после того, как мы смогли им помочь, уже занимаются этим направлением. То есть вот примерно 500 тысяч человек уже занимаются благодаря нашей программе. И общая площадь закладки за эти 3 года составляет 244,5. То есть это, вот что важно, мы по программе не оказываем помощь там, где уже участок земли обрабатывается, там, скажем, кукурузой там обрабатывают или другой культурой. То есть мы проекты принимаем те участки земли, которые являются залежами, то есть не применяются. То есть в оборот берем новые земли, новые неприменяемые земли. Вот эта цифра 244 гектара.
это вот новые в оборот взятые земли. Ну, такая программа. Тут надо сказать, что создается комиссия, она вот по правилам о госзакупках даже ни один предприниматель или участник программы на руки не получает денег. И никаких наличных взаимоотношений нет. То есть участник проекта, когда комиссия создана из различных ведомств в Министерстве сельского хозяйства, одобряет тот или иной проект, в дальнейшем создается тендер, и в тендер участвует, то есть выкладываются те материалы, которые нам необходимы, и участник, кто выигрывает тендер, мы через него заключаем контракты, приобретаем, начиная от колышек, проволоки, саженцев, техники. Ну, вот, технику, вот сейчас я вам скажу, за это время было приобретено для участников проектов 115 единиц сельхозтехники. И в их числе 30 единиц – это мини-трактора и 85 единиц – мотоблоков. То, что для подсобного хозяйства является необходимым, это не для больших предприятий, там, которые 1000 гектаров, 200-300. А вот именно подсобное хозяйство, 2-3 семьи или цех, или где-то выращивают до гектара земли. Вот самая необходимая техника. И к ним оборудование, это все составило вот за 3 года 32 миллиона. Вот таким образом эта программа работает. Эта программа стала среди крестьян очень популярной. Единственное, к сожалению, средств очень мало, 100 миллионов в год. Это охватывает очень мизерную часть наших предпринимателей, крестьян, которые хотели бы принимать участие. На данный момент у нас в разработке находится около 500 с лишним проектов. Это на сумму 300 с чем-то миллионов на 2024 год. А заявку мы смогли сделать только на 150 миллионов. И вот придется процесс такой отбора этих проектов там, по сроку подачи, там, или в прошлом такой подал. Вот есть такая ситуация. И потом вот в определенном данном, скажем, в селе определенном, если 2-3 проекта заимели успех, это является как бы рекламой для остальных, и к нам рынулись люди, которые также хотят участвовать. То есть увидели, что это не какая-то там, не знаю, процедура просто из того, что может ничего не получиться. А вот человек, который, скажем, гектар земли, мы ему помогли, огородили, и он посадил саженцы, и они начали давать плоды. Уже 3-й год цитрусы карликовые уже дают плоды, орехи уже дают плоды. Если вы в понедельник придете в Министерство сельского хозяйства, у нас приемные коридоры полные людьми, которые со своими заявками проходят. Что необходимо? Во-первых, мы всю эту программу осваиваем совместно с местными органами самоуправления. Очень для нас много значит мнение главы села, который намного лучше знает того или иного претендента со своего села. Ну, разное же бывает, я сейчас ничуть не умаляю достоинства наших крестьян, но тем не менее бывает, что да, может попробуем какие-то деньги возьму, или там, скажем, трактор, мини-трактор, покатаюсь там на мельницу, кукурузу повезу. Ну, не для целевого использования. Поэтому вот мнение главы, нам необходимо, чтобы ходатайство главы села было. В дальнейшем это справка о том, что он не имеет долгов налоговых платежей и электроэнергии. Вот сейчас вот мы прибавили к этой справке. В дальнейшем это ходатайство района. То есть район, эти документы, он заявление пишет на имя или на мое имя, или на министра сельского хозяйства, или на руководителя района. И заявление дальше попадает в район, и там уже определяют, они немного отбирают там все-таки. Есть у нас целевая программа, утвержденная Кабинетом министров, и там есть параметры, по какие направления мы можем оказать помощь. И это вот то, что я перечислял. Там, что касается промышленности, мы только в сфере сельхозпредприятий, переработки, а вот там производство, скажем, не свойственно сельскому хозяйству, мы стараемся как бы не принимать. И поэтому там отбираются, и дальше они попадают к нам через глав районов, через сельхозуправление. И вот любой, кто желает принять участие, первым долгом к главе села должен обратиться. Ну и мы принимаем их. Мы им объясняем, что надо с главой села к нему прийти, и он должен дать добро на то, что у него есть участок.
что он там проживает. В программе там прямо и сказано, что участник, претендент должен постоянно проживать в том селе, где он производит или хочет заниматься этим. Ну и в городе у нас занимаются, но это уже другая сфера, там цеха по переработке или такой. Вот, ну, вот такие параметры. Я думаю, что это имеет эффект. Да, вы говорили о том, что приоритет отдается, ну, во всяком случае, количественно. Это небольшие проекты, которые там до 300, до 500 тысяч рублей. Вот смотря программу этого года, я обратил внимание, что один из наиболее дорогостоящих проектов в селе Ацы, порядка 2,5 миллионов рублей, на фруктовое хранилище вместимостью 70 тонн. В чем значимость этого проекта? У нас есть и подороже проект, который вот я, о котором говорил, где-то более 10 миллионов. Вот завод, который мы построили, и около 3,5 миллионов птицеводства в Гурьевском районе, там индюшек выращивают. Это два проекта, чем мы можем хвалиться пока из крупных проектов. В такое же количество это входит, то есть это предприниматели отраба, которые вот 2 года назад принимали участие в нашем проекте, и они еще были участниками, если помните, 2014 года, 13-14 год, закладка многолетних садов по инвестпрограмме. Это яблоневые сады, когда закладывали. Вот один из тех проектов, который удался, то есть который смог довести до конца. Это в селе Ацы, там два недалеко друг от друга участка. Это где питомник ацинский, сельхозрастений. Там киви и яблоки. И то же самое рядом же находится яблоневая плантация. Они где-то до 40-50 тонн яблок собирают, хороший урожай и 70 тонн. Вот у них была в чем проблема. Они возили свои яблоки, они же сразу не могут реализовать, да, должны собрать. И вот то, что собранный урожай, приходилось привозить в Агудзер, в плодовое хранилище, которое работает, платить за это деньги и еще с транспортные расходы и хранить там. Вот у них была в основном себестоимость за это и повышалась. Вот мы смогли им помочь на эту сумму, построили, они уже почти закончили, на 70 тонн хранилище построили. И уже даже если в округе, в селе, если кто-то хочет хранить помещение яблоки или, скажем, другую продукцию, даже не только яблоки, то это хранилище уже вступает, функционировать начинает. Я думаю, что это хороший проект. Мы там уже были, есть видеосъемки, я могу потом показать. Ну, хорошее, примерно это производство открыли ребята. Это на базе того, что уже есть, необходимое было. Да, в декабре тему мандаринового сезона мы не можем обойти стороной. Хотелось бы, чтобы вы поделились показателями урожая в этом году. И также, есть ли трудности по экспорту мандаринов? Трудности по экспорту мандарин в урожайные годы всегда это была граница и остается. Но этот год не считается высокоурожайным. Мы запланировали ожидаемый урожай в объеме 30 тысяч тонн. В этом году ожидается урожай, это по данным районных наших коллег. И на сегодняшний день более 10 тысяч тонн уже реализовано за пределы Абхазии, в Россию. В чем была проблема, когда пару лет назад, когда до 60 тысяч тонн было реализовано, были пробки, заторы, КПП ПСО имеет свои возможности. Он может в определенный день пропускать определенное количество большегрузных машин. Но в этом году наши коллеги с российской стороны имели встречу с таможенными службами Абхазии, с пограничниками и заблаговременно смогли определить пути разрешения этих проблем. То есть им определили отдельные дороги, там отдельные переезды, в отличие от основного транспорта, и как организовывать эти машины. То есть они формируются в Абхазии, представители российских служб находятся на месте, пломбируют и уже партиями пересекают границу. Пока проблем с этим нету. И могу сказать, что для крестьян этот год очень благоприятный, в свете того, что цена хорошая, и та продукция, она меньше, чем в прошлом году, но она является качественной, более качественной. Это связано с тем, что
корень, если на ней меньше плодов, то эти плоды более качественные, чем когда их много. И поэтому та продукция, которая есть, она имеет спрос. Ислам Сывович, на встрече в Общественной палате вы говорили о том, что участился перевод назначения земель из сельскохозяйственной под другие цели, в частности, под туристические. Также там же высказывалось мнение, что туристическое направление имеет большую перспективу сегодня в Абхазии и гораздо легче привлечь инвестиции в эту сферу. Возможны ли сегодня внешние инвестиции в сельское хозяйство? Насколько это привлекательно для инвесторов? И что нужно сделать для успешного развития инвестиционных проектов в сельском хозяйстве? Да, я вас понял. Да, это было в Общественной палате озвучено в связи с тем, что вообще, конечно, туризм и сельское хозяйство – это два направления, которые должны не взаимоисключают. То есть туризм без сельского хозяйства, без нашей продукции, видимо, не на том уровне будет, когда, скажем, отдыхающие не могут местную продукцию попробовать, или гостиничные объекты будут все время снабжаться с территории России или с других сопредельных стран продукцией. Но в то же время, почему так было сказано, в последнее время действительно участилось, особенно с Гагрского и Гудаутского района, изменение категории земли. То есть из сельскохозяйственной категории промышленности. Это уже, то есть в основном это связано, что вот там, где сельхозугодья произрастали цитрусовые, скажем, мандарины в основном, вот Афон, это участилось в Гудаутах, в Гаграх, переводили в другую категорию под гостиницы. Мы, конечно, не имеем ничего против того, чтобы люди выбрали то направление, которое им более даст, скажем, завтра результат. То есть если ему тяжело или не получается выращивать мандарины, то он способен построить небольшой отель, такой семейный, гостиницу, и на этом и бюджет пополнять, и свой семейный бюджет, и государственный бюджет. Но полностью исключить или не контролировать этот процесс мы не имеем права, так как сельское хозяйство оно должно присутствовать, и тем более субтропическое хозяйство. То есть мы не имеем права списывать, об этом речь шла, списывать цитрусовые плантации, которые еще можно восстановить. Из-за того, что он не ухожен, или даже умышленно довели до того, чтобы, скажем, потом ее списать, мы вот об этом речь идет, что нельзя этого допускать. А сельхозугодья, где ничего не произрастало, или залежи, если есть возможность там поменять категорию, и там будет другого направления бизнес, то мы не против, но тем не менее к этому тоже надо относиться. Но что, как вы сказали, сельское хозяйство направление в Абхазии, она интересна для инвесторов. Это имеется в виду для закладки многолетних садов. Вот несколько у нас обращались и по переработке сельхозпродукции. То есть сырья здесь хватает. То есть то сырье, которое, скажем, выкидывается вот крестьянами из-за того, что он не подходит по стандартам, по внешнему виду. Но качество у него хорошее, его можно переработать. Те же нестандартные мандарины, скажем. Вот такого рода мы инвестиционно привлекательны. И предложения есть. Занимаются в Ткачевском районе уже вот предприятие, одно вот инвестор занимается серьезно, арендовывает предприятие вот Аяйра, где около 180 гектаров цитрусовых, и уже и сами тоже уже закладки ведут они. То же самое предполагается в Ачимчирском районе. Ну и в дальнейшем так же будет по этому направлению. Так что мы не имеем права, я думаю, сегодня бесконтрольно переводить сельхозземли в другие категории. Просто потом будет обратный процесс. Вы говорили о взаимосвязи туризма и сельского хозяйства как смежных направлений, которые одно без другого существовать не могут. Безусловно, в этом контексте туристы, приезжающие в Абхазию, они всегда хотят получить качественный продукт, качественные, в первую очередь, фрукты и овощи. И, в принципе, Абхазия этим славится. Как осуществляется контроль
используемых удобрений в Абхазии, чтобы они не превышали норм, которые могли бы навредить здоровью людей? У нас есть, вот у меня какая-то цифра здесь на руках. Есть при Министерстве сельского хозяйства работает лаборатория агрохимической и фитосанитарной экспертизы. Вот за 9 месяцев 2023 года сотрудниками этой лаборатории проведено 15 100 экспертиз и выбраковано 6140 килограмм продукции. То есть это большая часть из которых это овощи, завозимые в республике из-за границы. И причиной выбраковки является это высокое содержание нитратов и также несвежести этих фруктов. То есть эта лаборатория как раз и занимается тем, что вот в летний период в основном и вообще вот присутствует на рынках в Абхазии по автомагистральной трассе, где проводит торговлю сельхозпродукцией. И вот таким образом у них есть свои методы определения содержания нитратов. Ну, часто в лаборатории нормально, но она не передвижная, поэтому иногда примитивными обычными методами, там, приборами проверяют, но тем не менее оно выявляет. И хоть и немного проблема, но они с использованием правоохранительных органов добиваются, чтобы эта продукция была или изъята, утилизирована, или отдана в другие места, где это допустимо. Ну, так работает лаборатория. Сказать, что везде так хорошо, но тем не менее оно есть. И люди боятся завозить непроверенную продукцию. Чтобы это что взять. касается привозной продукции. Да, еще и госстандарты этим занимаются, точно выявлением некачественной продукции. Ну, наша продукция вообще считается экологически чистой продукцией, потому что нет необходимости поменять, например, скажем, при выращивании арбуза большой дозы нитратов. Потому как люди, крестьяне, знают, что он не будет иметь транспортабельность, быстро испортится. И они знают, каким образом использовать. В основном наши нормальные крестьяне используют органику в виде навоза и все остальное, и он имеет как раз хороший эффект. То есть они знают, что в итоге они получат хороший результат. Да, можно добиться больших размеров, скажем, того же арбуза, но если он не будет некачественный, он не сможет его реализовать. И поэтому к этому не прибегают наши крестьяне. Другое дело в тепличных хозяйствах. Там технология другая. У нас в Кинге несколько таких тепличных хозяйств. Ну, по технологии гидропоники, там уже допустимые нормы. Там уже приезжают туда. Они вывозят свою продукцию на территорию России. И поэтому без изучения, без проверки они не могут этого допустить. Поэтому там уже своя необходимая проверка проходит. Беслан Цыбович, в завершении нашей беседы я хочу вернуться в ее начальную часть, когда мы с вами говорили о том, что действительно со стороны молодежи в первую очередь интерес к сельскому хозяйству, он оживляется. И вот в качестве такого совета или напутствия, да, на ваш взгляд, для тех, кто хочет вернуться к этому роду деятельности, какие продукты сельскохозяйственные наиболее конкурентоспособны и коммерчески выгодны для реализации на внутреннем рынке? И на что есть запрос, с чего, на ваш взгляд, стоило бы начать? Я так сказал бы по этому вопросу. У нас молодежь на селе, к сожалению, острый дефицит рабочих мест. И поэтому они стараются выехать, найти свою работу там, в виде водителя или там, торговли мелкой или другой. Но тем не менее, та программа, которая сегодня работает, она не сможет в таком объеме добиться результатов, чтобы наша молодежь была закреплена на селе, та молодежь, которая там находится. Но я понял одно, что заинтересованность большая есть. Даже эта маленькая на общий взгляд программа, она охватывает большое количество людей. И сразу видно, что если бы у нас были бы возможности и другие средства, и инвестиции, которые смогли бы обеспечить рабочие места, то молодежь у нас, естественно, я уверен, что она
останется в селе и будет работать та, которая находится, потому что там прекрасные места, и такие же красивые места, и город недалеко, и можно даже и учиться, и работать и в городе, и на селе. Поэтому нам что надо? Необходимо организовать, просто вот увеличивать хотя бы каждый год с помощью нашего пока бюджета, довести хотя бы до 500 миллионов, чтобы мы смогли бы все села охватить. И в каждом селе, если 2-3 проекта будут иметь успех, то это даст большой стимул остальным вот, представителям этой части, чтобы занимались именно вот сельской местностью, сельским хозяйством. А многие ведь без участия государства, без нашей помощи добиваются этих результатов. Вот те, кто выращивает однолетние культуры, даже бахчевые, или выращивают орехи, цитрусы, многие из них без помощи восстановили эти хозяйства и занимаются новыми закладками. Вот где надо вот в этом направлении оказывать помощь. А культура – это, наверное, все-таки то, что сегодня есть в России. Ну, нам что необходимо? Конечно, помимо нашей реализации на внутреннем рынке, производить то, что можно реализовать легко в России. То есть то, что имеет спрос там. А это субтропические культуры. Вот мы выращиваем цитрусы, орехи, хурму. В этом году намного больше реализовано хурмы за пределы Абхазии. Намного больше реализовано киви. Реализуется... Ну, остальные культуры – это то, что пока так вот желалось бы лучшего вот в этом направлении. Вот такие культуры наши субтропические. И не надо падать духом, если один год стал неурожайным или спрос не имел. У нас имеет свойство крестьяне, когда вот 2-3 года, если какая-то культура, она была как бы мало востребована, и они сразу вот или корчуют, или, скажем, чтобы другую культуру выращивать, или бросаются на другую культуру. Любая субтропическая культура, она в свое время все равно... Вот мандарины люди были духом упавшие. Зачем нам эти мандарины, если мы можем продать? А в этом году вот ездят машины и не могут найти мандарины. Не то, что там меньше урожая. Были бы, как и в прошлом году, все равно было бы все реализовано. То есть это рынок российский, он не всегда стабильный, и поэтому надо как-то, видимо, да, рискованный вид бизнеса считается сельское хозяйство. Слишком много факторов от результата, начиная от погодных условий, от рынка и от всего. Но, тем не менее, этим надо заниматься, и государство должно помогать. Очень большое внимание надо уделять этому и средства. Это все пока ничего не значащие суммы, которые мы выделяем. Это просто, чтобы хотя бы крестьяне на местах знали, что все-таки можно у государства какую-то помощь получить. А вот здесь Александр Васильевич, еще один вопрос. Вот когда вы комментировали несколько дней назад телеканал Абаза ТВ программу, о которой мы с вами говорили, вы говорили о том, что часть саженцев по этой программе завозилась с территории Грузии. Вот все-таки как относиться к такому, да, противоречивому фактору, что завозится с территории Грузии в нашей ситуации? Ну, я бы хотел, чтобы вы это прокомментировали. Ну, я как скажу, ну, конечно, у нас с Грузией ни одно соглашение не подписано ни о возобновлении там, военных действий, ни о мировом соглашении, ни о торговых, которые мы не претендуем пока. Но, тем не менее, движение на абхазо-грузинской границе происходит. То есть есть пропускная система для определенных жителей, есть разрешение на ввоз и вывоз отдельных продукций. Но это не значит, что Абхазия или власти Абхазии на контакте с представителями, скажем, Грузии. Это обычно народ, сам, люди что-то туда вывозят, что-то сюда вывозят. Мы же не можем закрыть. Было разрешено в свое время вывозить орехи. Вы представляете, вот в России не было спроса на орехи, а в Грузии был спрос на орехи. Вот это было лет 5-6 назад, может, даже больше не помню. И для того, чтобы крестьянам дать возможность реализовать свою продукцию, чтобы она не сгнила, не испортилась для них, разрешили вывозить. То есть разрешили провоз орехов в Грузию. То есть это не с кем-то там, с властями Грузии договорились или о чем-то. Просто нашим внутренним указом мы, отдельное государство, и любое, без учета мнения Грузии, можем принимать решения.
И это решение было также и принято. А что касается саженцев, это мы в основном все приобретаем в России, начиная от оборудования и многих саженцев, там, фруктовых насаждений. Но субтропические культуры, такие как хурма, инжир, цитрусы, орехи, они в России, питомников этих нет. Если что-то есть, то они не подходят для нашего района. И поэтому мы заказываем не в Грузии, не какие-то контракты заключаем. Мы с гражданами Абхазии или с жителями Гальского района, с людьми заключаем контракты. Они нам поставляют эти саженцы. Многие из них в Гале выращивают, в Гал самом саженцы. Но многие из них завозят за пределы, как возят, например, домой сыр там, с территории Грузии. Или... Вот таким образом мы это небольшие партии, поэтому запрещать это, я думаю, что мы не имеем права. Это если люди ходят, они в своей сумке что-то носят домой. Вот только такое. Там никаких контактов. Наоборот, мы даже разрешали, если вы помните, то есть... Когда автомобильный транспорт, вот частный транспорт, покупается в Грузии нашими гражданами и везут в обход границы с Ингурией через Осетию, Россию, дополнительно несколько сотен тысяч рублей платят и завозят в Абхазию. Ну, за то, что там дешевле, скажем, транспортное средство, чем в России с этими санкциями связано. Ну, мы разрешили, если возможность была бы, чтобы они завозили. Но это неинтересно Грузии. Грузия не может через границу, скажем, по реке Ингур пропустить, проведя необходимые документы, как будто на сопредельную территорию. То есть они стали препятствовать этому. То есть они считают же территорию Абхазии как бы Грузией, и поэтому то есть провозить через границу и растормаживать такие документы они не выдают. И поэтому неинтересно стало и перестали возить. Ну, такая ситуация, конечно. Мы делаем все только в интересах нашего государства, если принимаем меры там, или разрешительные, или запрещающие. Так что там никаких первым долгом в сфере этих решений контактов с властями Грузии не было и не может быть. Беслан Силович, спасибо, что нашли время на нашу сегодняшнюю беседу. Уважаемые зрители, радиослушатели, мы с вами прощаемся. До новых встреч.